Священное озеро Себян, воспетое в песнях, любимое и глубоко почитаемое всеми поколениями жителей ламанхинского наслега. Красота и величие его успокаивает, вселяет уверенность в надежном будущем, веру в незыблемость древних устоев и обычаев. Далеко разносятся слова благословенного Хеджа, даруя всем нам силы и опоры. В едином круге, крепко взявшись за руки, по ходу солнца эвены Наматканы славят свой чудесный край. В глубокой тишине мы ловим слова старейшины наслега с просьбой о счастливой судьбе, о благоденствии, и кажется, что самые древние горы и священное озеро внимает благосклонно и дарует нам ощущение радости и торжества жизни. Эрек төрөңүр мухман, төңөрөңүр мухман, эле өмче хылна жилбу бакалдами көйдеи жиргеттеи бундук гаширам. Йолсан муханни, төңөр муханни, харам минду болда. Осингалти аявревастан би кек инду леч. Вот и подошла к концу наша экспедиция на Маткал. 6 дней активной и плодотворной работы, 6 дней, заполненных светлыми эмоциями, радостными встречами и внезапными открытиями. Фестиваль эвенского языка и культуры не получился бы таким полным и ясным без активного участия и поддержки жителей наслега, которые полностью приняли и благословили участников и организаторов. Опыт проведения подобного проекта еще раз укрепил нас в мысли о продолжении и развитии программы на Маткал. Предстоит еще анализ и подведение итогов первой экспедиции фестиваля, но уже сегодня становится ясно, что впереди еще много работы, и формат взаимодействия выбран правильно.
Миссия данной экспедиции – это содействовать передаче традиционных эвенских знаний от поколения к поколению, от старшего к младшему. И очень отрадно, что наматканы, жители села Сибянкёль, очень воодушевленно встретили членов экспедиции, и они понимают, что эвенский язык находится на грани исчезновения, и с удовольствием делились своими знаниями, за что мы им очень сильно благодарны. Все запланированные мероприятия у нас проведены, с носителями мы отработали, но хотелось бы еще больше времени проводить с носителями, потому что вот 5-6 дней очень мало, потому что информации очень много, и людей нужно уметь раскрывать, чтобы они делились. И хотелось бы также ездить по стадам, потому что там живут именно наши кочевники, оленеводы, которые тоже являются вот носителями традиционной культуры. Данный проект у нас был реализован при поддержке президентского фонда президентских грантов. Мы написали проект, в прошлом году подали заявку в соавторстве с Анастасией Еремеевной Куличкиной и выиграли грант. Экспедиции фестивалю Наматкал в селе Сибянкёль Эгден Эскен! 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 Ламанхинский национальный эвенский наследие в этом году справил свое 90-летие. С большим успехом прошли юбилейные мероприятия в городе Якутске. Прошел юбилейный слет оленеводов на слеге, праздник силы и мастерства таежников. Сейчас жизнь идет в своей привычной атмосфере и темпе. В дни проведения фестиваля Наматкал состоялись общественные слушания по взаимодействию и развитию промышленного освоения недр на территории наслега горнодобывающей компании «Прогноз». В беседе с жителями наслега эксперты рассказали не только о выгодах освоения недр и расширения зоны деятельности, но и о рисках, связанных с этими работами. Население в первую очередь волнует экологическая безопасность работ, чтобы реки, озера, территории освоения были сохранены и бережно использовались, чтобы оленепастбища и маршруты не утратили свои основные функции. Если говорить о производстве, то в следующем году мы хотим запустить флотационное отделение фабрики, а в конце 2026 года открыть подземный рудник. И, конечно, это развитие нашего производства будет иметь прямое влияние на развитие сотрудничества и партнерства с жителями Сибянкёля. С глубоким уважением и любовью мы относимся, я говорю от лица не только от себя, но и от всех сотрудников нашей компании, к жителям этого седого священного села. Мы очень уважаем за то, что жители держат свой дух народа, что этот стержень с ними, и в этом уникальность сибянкёльцев. И мы поддерживаем инициативу о создании фонда совместного с недропользователями. И мы с большим энтузиазмом будем работать в этом фонде. Для этого нам нужно недропользователям сесть вместе с администрацией Кобяйского улуса, с администрацией села Сибянкёль, и чтобы создали мы единый фонд. Вот на примере нашего предприятия у нас есть комитет социальной ответственности, и по 5 направлениям мы поддерживаем. Но если это мы будем делать совместно, то и помощь будет больше, и это будет устойчивое развитие села в поддержку проактивных жителей, молодежи. Компания нам оказывает помощь, например, при выделении грантов на различные 5 направлений. Это могут быть направления работы с детьми, с талантливой молодежью, с оленеводством. Вот. И в этом году еще мы обращаемся к ним с помощью оказать нам
работы по берегоукреплению и выделению на некоторое время тяжелой техники спец. Так как поселок очень такой в опасном положении находится с обеих сторон, обтекаемый двумя бурными горными речками Недотав и Суланячан. И вот второй раз они к нам приедут на работы 10 дней летом. Одним из несомненно интересных мероприятий нашего проекта было проведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству. Лилия Александровна Аслапова, представитель чукотского народа, приехала из Камчатки. Лилия Александровна поделилась техникой выделки мехового сырья, шитья под шейным волосом. Мастера много общались и делились опытом. Находили много общего в процессе общения и учились друг у друга новым техникам шитья и выделки. Энергии много здесь, и защиты много. Я здесь ходила даже в поселке и просто выйду куда-нибудь там, даже вчера. Чувствуешь, как будто бы за тобой кто-то стоит и смотрит или что-то такое. Такое чувство, как будто бы тебя обнял кто-то. И ты защищенно себя чувствуешь. Поэтому не зря бабушки говорят, вы к нам не просто так, вы не просто так сюда приехали, и не просто так был выбор, кого сюда взять. Просто взяли и выбрали меня. Предложили, и я прилетела. Я вообще не знала, что это за регион, где он находится, этот район. И вчера бабушка одна мне сказала, когда мы шили под шейным волосом, она показывает свой шов, показывает, как она прошила этот подшейный волос. И мне говорит: Лилия Александровна, спасибо вам большое. Говорит, я теперь нашла свою тропу. Я теперь знаю, как дальше жить. Вот эти слова, эти прямо дорогого стоят. Я, значит, не зря сюда приехала. Я даже очень рада, что я сюда прилетела, пообщалась с людьми, со старейшинами, с бабушками. И много тоже они меня спрашивали, я их спрашивала, они мне много рассказывали, как они жили. И друг другу наставления дали. И, конечно же, я пожелаю этой священной земле самых, наверное, и так сильный народ, чтобы он сильнее стал, чтобы он уже с оптимизмом дальше жил, чтобы дальше передавали поколению свои знания, не держали в себе. Самое главное, чтобы они не держали и не уходили с этими знаниями к предкам. Вот это самое главное. Параллельно проводилось несколько мероприятий. В сельской библиотеке активно общались и обменивались идеями участники литературной мастерской. Результат работы – это целый список начинающих и уже пишущих авторов Себяна, начиная со школьного возраста и старше. Себян-Кёль – это уникальное место. Здесь родились, отсюда вышли Платон Ламутский, Маргачан, народный писатель Андрей Кривошапкин. Да, вот как раз то, что вот я проводил мастер-класс детей младших классов, это было для меня неожиданно. Потому что я думал, что я буду проводить работу среди школьников старшего возраста, среди молодежи и среди взрослых. Но, как видите, вчера вот я был очень рад, даже вот шокирован тем, что вот ученики вот младших классов, когда я им задал тему написать про любимое животное, они вот Артур Никитин, а какой класс он был? Да, ученик 3 класса, он взял и написал экспромтом стихотворение про свой родной край. И как раз вот то, что он написал, это соответствует всем канонам стихосложения. А потом, плюс к этому, он еще успел написать рассказ. И вот поэтому у меня вот появляется надежда, что как раз вот язык тут сохранен и будет развиваться, и отсюда выйдут еще новые вот продолжатели работы вот эвенских писателей. Я надеюсь, что я вот эту связь терять не буду, и вот как раз вот тех вот ребят, которые я здесь вот нашел, я буду поддерживать и буду следить, как вот их путь. Да.
В рамках проекта «Наматкал» также состоялась презентация первого сборника песен и стихов Максима Ильича Дудкина. И этот сборник стал прекрасным подарком для эвенов Ла-Манхи. Муттонкари аяври аханти Максим Ильич Дудкин нонап книгаван ичукендевур презентациялан чакурап. 25 марта Максим Ильич получил экземпляры своей новой книги. Это очень значимое такое событие, День работника культуры. Это первый сборник автора, сборник его песен, его стихов. Хабан биляклатагатти мутдалти авахал алямдеди арджулюб нанап книганго сборнику ар нючалан хунду алямдеди халнет биникан ар горолдан ар хабандула мдайнактынго янда хоч минду хокамчарам ар ала мдеди ар уракчалбо да ар авахалбо школаду клубду янар библиотекаду биетникан талматтево уктанматтево хоч рус нян хокнамго. Основные вот здесь те, которые я начинал со своим коллективом. У меня уже 27 лет, 25 лет мы уже отметили детскому фольклорному авено-юкагирскому ансамблю «Осикаткан». Все родители первых моих выпускников ансамбля «Осикаткан», то есть они сами прабабушки, прадедушки, все так, все равно у меня как старейшина, как бы у меня ходят. До сих пор помогают, как они помогали своим детям расти и дальше продолжают, помогают мне дальше обучать и пропагандировать нижнеиндигирских эвенов Юкагира. Красив наш родной Сибян, красив прекрасными тружениками своими. Сегодня самым старейшим жителем Сибяна является Христофор Николаевич Ефимов, скромнейший человек, отдавший всю свою жизнь оленеводству. Истинный хранитель кочевой жизни наматканов, он никогда не требовал для себя почестей и льгот. Славно трудился, скромно живет и в этом году отмечает свое 95-летие. Хотелось бы отметить и Афанасия Васильевича Кривошапкина, бессменного бригадира 9-го стада совхоза «Кировский» и МУП «Сибян», передовика производства и наставника молодежи. Рабочие нарты, сделанные им для дальних кочевок, заслуженно заняли первое место в конкурсе проекта как эталонный экспонат. Мария Федоровна Степанова, мать и бабушка большой династии оленеводческой семьи. С юности работала оленеводом, каюром, наравне с мужчинами перевозила товары по самым сложным маршрутам. Прекрасная мастерица и хозяйка. Всю свою жизнь проработала в оленеводческом стаде и вырастила целую династию оленеводов. Их осталось совсем мало, наших стариков, настоящих наматканов, скромных и сдержанных, глубоко чтущих заветы предков. И от нас им надо совсем немного – внимания, заботы, участия. Вроде бы совсем немного. И в суете повседневных забот нам надо постараться всегда помнить и не забывать наших ветеранов. На данный момент у нас ведутся работы по продолжению благоустройства села. И очень важно нам прямо в эти дни, месяцы уже начинать строительство социальных объектов. В первую очередь это будет у нас детский сад. В этом году, я очень надеюсь, до сентября мы разрешим этот вопрос.
и начнется разработка проектно-сметной документации на это строительство. А вот по поводу школы у нас в прошлом году завершился двухэтапный капитальный ремонт школы. Со следующего года мы планируем провести ремонт капитальный в здании ЭКСК «Геаван». Продолжаем вести традиционный отрасль оленеводства. И цифры, показатели у нас держатся на одном уровне. Нету там такой регрессии, как бы, да. Продолжают рождаться дети. У нас такого нету, чтобы было снижение, спад рождаемости. То есть мы с уверенностью смотрим вперед и готовы уже праздновать столетие свое. Мы постарались рассказать о проекте Наматкал и о жизни кочевников эвенов ламанхинского наследия. Экспедиция получилась интересная и результативная. С итогами проекта можно будет познакомиться на интернет-площадках и на сайте проекта. До встречи, Наматкана. Айдук айнюн биденерегар. Ай макань. Hirgangata, ihindanna, ihatan, ihamme, ihahurya, ihahanda, goni kanna, ay mammakana, bakkatavahnan, hirgadamma, hirganyikan, ikkayaha, ikkadamma, ihatan, ihamme, ihahejo, hejad nukat, herregarra, indalnaha, bakkachanna, ay mammakan, nahak terke,